28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день знаменует окончание земного пути Пречистой Девы и начало ее вечного духовного заступничества за всех людей. В древнем Лыхнинском храме праздник ощущается особо. Здесь собрались сотни прихожан и паломников, и для каждого из них это время тихой радости, причастия и отдушины от повседневной суеты. День Успения объединяет людей самых разных возрастов и профессий. Для нас сегодняшний день очень святой, для нашего народа сегодняшний день Пресвятой Богородицы. Мы тоже пришли в нашем селе. Сегодня видите, сам батюшка Виссарион здесь находится и проводит службу. Много посетителей, много сельчан. Радует то, что нас всех объединяет в нашей республике такие святые места. Я очень часто хожу, молюсь, так как это в святом месте Лахнашта находится. Я сегодня здесь с главой администрации, с руководством района и прихожу часто с детьми, с внуками. Для нас, еще раз повторяюсь, это очень грандиозный праздник. Под торжественный перезвон колоколов и молитвенные пения верующие вместе со священнослужителями совершили крестный ход. Светлая радость наполняет каждого, когда духовенство щедро окропляет прихожан святой водой, как символ обновления и душевной чистоты. Эту особую атмосферу и духовную жизнь в храмах Абхазии годами бережно хранят и восстанавливают. Праздник Богородицы на сегодняшний день для абхазов, для нас это самый главный праздник, я считаю, потому что так как удел Пресвятой Богородицы, считается, что и в Абхазии Богородица, она охраняет нашу страну, она всегда благосклонно относится и ходатайствует перед Сыном Иисусом Христом за нас, за наш народ, за наш праведный народ, многострадальный народ. И наши жители всегда поклоняются ей и просят защиты у Богородицы, чтобы она ходатайствовала перед Отцом и Богом. Но я считаю, что этот праздник, нет такого абхаза, который не поклонялся бы. Успение – это день, наполненный глубоким смыслом и светом, когда душа обретает истинную надежду и вечные ориентиры. Святая Богородица, так же как Христос, истинный Бог наш, идет на небо. Поэтому дай Бог, чтобы мы все жили здесь на земле, чтобы удостоиться этого вознесения, там, где жизнь вечная. И даже благочестивые православные христиане называют это Богородичной Пасхой. И чтобы это Пасха, что такое Пасха? Это жизнь бесконечная, Царство Небесное, Матерь Божия, как и Христос, истинный Бог наш, идет на небо. Небо видит все, буквально, над нами всеми. И чтобы мы жили, не думая о том, что нас никто не видит, нас видит и слышит тот, кто нас создавал. И Матерь Божия – это единственная, которая с 3-летнего возраста она была в храме, она слушала, знала, что Божественное есть выше над всеми нами. Поэтому она ходатайца для всего рода человеческого, для всех людей, живущих на планете. Там нету Елена, нету Иудеи. Мы все должны понять и перестать убивать друг друга. Надо научиться жить, молиться и трудиться. Вот что может делать. Для чего он убивает? Чтобы одеться посытнее, получше. Зачем? Нельзя ли всем нам молиться и трудиться, чтобы жить и радоваться? Вот видите, сейчас помолились, и пойдем там трапеза. Ну что это? Это вся земля, кормилица наша. Мы должны для этого что делать? Молиться и потом за стол и поблагодарить Бога за то, что Он нам дал все, что мы имеем. Праздник Успения оставляет чувство глубокого умиротворения. Люди покидают Лыхнинский храм с чистым сердцем и главной мыслью, что пока в нас есть способность любить и благодарить, жизнь продолжается. Ирина Богателя, Адам Рдженя, Абхазское телевидение.